Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы нарэшце сёння таксама абмяркуем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, таму што сёння у нас у варшаўскай студыі выбітны эксперт па беларуска-украінскім ці украінска-беларускім правільна адносінам, выканаўчы дырэктар Савета па знешняй палітыцы «Украинская прызма» Максим Геннадий Максак. Добрый день, Геннадий. Дмитро, дякую за запрошення. Добрий день. Мы дамовіліся з панам Геннадием, што будзем казаць, наступім на горла сваёй украінскай з аднаго боку і беларускай з другого боку песні. Безумоўна, мы выдатна разумеем адзін аднаго, калі Геннадий гаворыць па-украінску, а я па-беларуску, але каб нашыя слухачы і гледачы, ну, скажем так, не займаліся перакладам того, что было сказано, а адразу уваходзілі ў сэнс сказанага, мы перейдем на российскую мову. Так, Геннадий? Начинаем. Да. Геннадий, ну, поскольку я представил вас сразу как эксперта в украинско-белорусских отношениях, давайте с этого и начнем. На ваш взгляд, сегодня украинско-белорусские отношения, вот что из себя представляют, каковы они? Я думаю, вот сейчас очень популярно говорить, что есть дно, которое пробивается. К сожалению, это дно, но я не думаю, что мы еще нашли все пробоины, куда мы можем еще опуститься. То есть за этим дном... Может быть, следующее, к сожалению. В этой ситуации, ну, то есть мы сейчас говорим в политическом плане, то есть дипломатическом плане, на уровне так называемых официального Минска, официального Киева. Да, на высшем уровне связи заморожены, но это, скажем так, не мешает нам проводить торговые отношения примерно немножко в хужем, но в том же самом хорошем русле, которое способствует нашему товарообороту. То есть это вот такая дилемма, которая присутствует и в нашей стратегии внешней политики. Есть абзац по отношению к Беларуси, где сказано первое предложение о том, что мы помогаем белорусскому обществу обрести свободу, помочь им с демократическим выбором, но в то же время мы за прагматическую торговлю с Беларусью. Вот знаете, когда... Любимое выражение было и белорусских чиновников, и Лукашенко, когда там ему какие-то вот претензии в политическом плане там или что говорили, он говорил: да ладно, что вы тут говорите, например, там выкинули независимую прессу из распространения через киоски «Союз печати». Говорит, никакой политики, это чисто хозяйственные отношения. В данном случае, то есть и тут... Никакой политики в отношениях, вот чисто хозяйственные отношения двух субъектов. Дмитрий, самое интересное, что это не новая политика, еще начиная с 2000-х годов, когда Украина пыталась насобрать, скажем так, знамя демократизации в регионе, у нас было охлаждение политических отношений, и тогда уже была формула, я называю дипломатия по умолчанию, когда мы торгуем, но не говорим о высоких материях, о правах человека и отношениях между государствами на высоком уровне. Поэтому что-то подобное было бы и сейчас, но, к сожалению, сейчас отношения еще глубже в тупике из-за того, что мы понимаем, что то, где оказался Лукашенко, как непризнанный президент, который нарушает права человека в громадных масштабах и который подвержен влиянию России еще большей степени, это уже угроза. Просто так замалчивать отношения и политику не удастся. Геннадий, все-таки, с другой стороны, я, конечно, понимаю, политика – это дело прагматичное. И, скажем, руководство Украины может сказать, что ну, то, что происходит в Беларуси, это внутреннее белорусское дело. Да, мы там сочувствуем, мы там осуждаем, мы высказываем, как европейские политики любят говорить, там, крайнюю обеспокоенность и так далее. Вот, но не более того. Но когда доходит дело, что Лукашенко, ну, чуть ли не на каждом своем там совещании, где обсуждаются международные дела, что-то там в Украину обвиняет, то она там какие-то базы там по подготовке боевиков организовывает, то с ее территории оружие идет, то джипы прорываются. Ну, короче, Украина чуть ли не там враг номер 2 после Евросоюза. На этом фоне, ну, казалось бы, Киев должен стать как бы, ну, в такую позу и сказать: знаешь что, хлопче,
Дмитрий, мне кажется, что если бы это все было правда, Киев бы радовался, что он настолько мощный после Европейского Союза, чтобы так влиять на отношения в регионе. Но, с другой стороны, мы также привыкли к тому, что Лукашенко делает много заявлений, начиная еще с 2014 года, когда был оккупирован Крым, как он пытался лавировать между капельками, находясь в Москве и потом приезжая в Киев, и разговаривать о том, что вроде как бы... И правильно, что оккупировали, потому что Украина плохо занималась Крымом, да? С другой стороны, что да нет же, они неправильно поступили. Вот эта дихотомия, она присутствует, и заявления громкие с трибун, слава богу, еще не стучит каблуком по трибуне, но это тоже уже проходили в отношениях, и именно этот как бы политический фактор в портрете Лукашенко известен. Но, опять-таки, уже грань перейдена. И вот это нам дает необходимость думать о будущем, как нам сделать так, чтобы безопасность была на первом месте, а уже потом какие-то прагматические экономические интересы каких-то определенных групп финансовых. И все-таки вот с одной стороны вы говорите, грань перейдена, с другой стороны, ну ладно, там можно сказать, что все-таки торговля там какая-то, это, ну вот, этот предприниматель, этот там предприятие торгует с предприятием в Беларуси, но санкции. Вот если грань перейдена, почему Украина не поддерживает полностью европейские санкции? Я думаю, главная причина очень большая заточенность на белорусский рынок. Хотя понимаем, что у нас большой дисбаланс в сторону того, что мы больше покупаем, нежели продаем. Но, тем не менее, есть товарные группы, которые являются у нас приоритетными. Опять-таки, это и нефтепродукты, это и удобрения, которые мы сейчас не можем найти, либо, опять-таки, не хотим найти им замены из других географических направлений. И это сдерживает нас от более, скажем так, жесткого режима санкций секторальных. Но то, что мы приняли санкции персональные, как первые уровни санкций, которые принял Европейский Союз, это уже, ну, скажем так, позитив, и это тот момент, который покажет, что Украина готова двигаться. Это будет нелегко. Опять-таки, учитывая то, что Беларусь пятый торговый партнер по объемам, мы должны понимать, где мы можем найти эти деньги, потому что экономика Украины сейчас не в самом лучшем состоянии для того, чтобы самостоятельно решить такой большой удар, чтобы полностью отказаться от торговли с Беларусью. Ваш коллега, украинский политолог Евгений Магда, некоторое время назад, еще там, скажем, год-полтора-два назад, любил называть Лукашенко гибридным союзником Украины. Что, мол, есть как бы, конечно, какие-то такие недопонимания, назовем это так, но, в принципе, как бы все-таки союзник. В данной ситуации, когда вот Украина закупает, как вы правильно отметили, что больше даже покупает в Беларуси, чем Беларусь в Украине, покупает товары белорусские. Не секрет, что фактически все эти предприятия, которые продают эти товары, это государственные предприятия, которые потом все поступления идут в бюджет и, как считается, таким образом финансируется режим. То не получается ли, что сейчас Украина стала гибридным союзником режима Лукашенко? Дмитрий, хороший и сложный вопрос. Я с вами полностью согласен, что должны быть способы влияния для того, чтобы, по крайней мере, остановить ту волну репрессий, которая происходит в вашей стране. Это очень важный момент. К сожалению, кроме того, что там торгуют государственные структуры с вашей стороны, с белорусской, в Украине часть предприятий, которые работают с белорусскими предприятиями, это объекты собственности наших олигархов, где также есть свое влияние и попытки удержать бизнес, опять-таки удержать прибыль и так дальше. Поэтому есть много нюансов, которые сдерживают политические шаги, но опять-таки нужно понимать, что это, наверное, проявляется и в неких посылах, что Украина пока не настолько мощно экономически, чтобы заявлять о себе как, скажем так, форпосте защиты прав человека. Хотя, с моей стороны, конечно, это звучит очень кощунственно, потому что мы все время просим наших партнеров поддержать нас в борьбе за права человека и в оккупированном Крыму, и на территории Донбасса, но пока так.
Если вот белорусский режим Лукашенко очень часто в последнее время любит говорить такую фразу: давайте перевернем страницу, мол, забудем, но это в основном он обращается, скажем, к белорусам, но в то же время там идет такой посыл от министра иностранных дел Макея к западным, не знаю, партнером можно называть в данной ситуации или нет, но в том смысле, что давайте забудем все, что было, давайте это как бы, ну было и было, а давайте вот с чистого листа начнем отношения. И вот такой посыл идет, скажем, в сторону Киева из Минска. Готова ли сегодняшняя киевская власть, украинская власть, Зеленский, перевернуть страницу и сказать: ну, ладно, Александр Егорович, забудем все, что есть, давайте все-таки вот как-то вот... Здесь есть хорошие новости и плохие новости. Хорошая новость в том, что Зеленский, он не сам, да, он есть коллективное понимание того, что есть люди, которые влияют на принятие решений, и, возможно, кто-то бы его мог бы подвести к точке зрения, что нужно забыть об этой странице политической и прийти к сугубо экономическим, прагматическим отношениям. Но есть и фактор Европейского Союза, и Запада. И если мы понимаем, что европейское направление для нас является приоритетным, записанным в Конституции, то тут уже будьте любезны, давайте придерживаться тех ценностей, о которых мы говорим. И вот здесь, я думаю, что это есть тот предохранитель, который не позволит сделать так, что превращать страницу, а там все чисто. Так уже не выйдет. К сожалению, много крови и много обид, которые Лукашенко принес своим гражданам. И мы это чувствуем, потому что, на самом деле, мы действительно братский народ. И боль соседа, она чувствуется и у нас, отзывается. Не только через то, что у нас много ваших друзей, родственников нашли свое убежище на данный момент, да, проживают, но и в том, что это действительно неправильно по отношению к стране, которая... Если мы хотим быть демократичными, то мы не можем жить и думать, что автократия, авторитаризм – это очень правильно, и мы должны это терпеть. Мы должны пробовать на это воздействовать всем возможным силам. Потом Запад, как предохранитель, помогает нам быть на волне ценностей, нежели интереса. И здесь, я думаю, что как раз весы могут перевесить в сторону ценностей. Еще два момента из такой, может быть, официальной плоскости. Это первое. Насколько серьезно в Киеве, в Украине вообще воспринимают вероятность того, что вот этот вот мигрантский кризис, так называемый, организованный, скорее всего, Лукашенко и, возможно, там как бы при содействии Москвы, он перекинется полностью, частично с направлений польского и литовского на украинское? Вы знаете, Дмитрий, мы не можем сейчас ничего отбрасывать и отсекать как угрозы, как варианты сценарии, но в данном случае, я думаю, что еще карта проб давления на Европейский Союз через границы, опять-таки, Латвии, Литвы и Польши не закончилась, поэтому основной удар будет еще приходить, к сожалению, на наших партнеров из этих стран. И я четко понимаю, что возможно, но это, естественно, это тактика Лукашенко. Если там Кремль, тоже есть большая вероятность, но у нас как бы нет четких фактов, что это они за этим стоят. Но это оружие, оно, опять-таки, не однодневное, и все возможно. Если вдруг они подумают, что они смогли повлиять на то, чтобы либо санкции ослаблись, хотя сейчас это маловероятно, либо какие-то провокации, связанные с жизнями людей, хотя и беженцев, но это жизни людей, которые тоже должны быть сохранены, то здесь, я думаю, что тактика может быть расширена и на украинской границе, но Украина не тот субъект, на который бы Лукашенко хотел давить таким вариантом. Цели другие, я думаю, и другие инструменты в отношении Украины. Просто есть мнение такое, что вот эта вот так называемая тропа Лукашенко, она расширилась или разветвилась, и просто появились новые, там, скажем, люди, организации, структуры, которые белорусские, не белорусские, которые посмотрели и решили, что тоже могут на этом заработать. И они-то могут даже без там согласования, так сказать, с Минском, направить людей там в Украину. Что вот вы прилетаете в Минск, а потом вот через Украину туда дальше, куда-нибудь там вот в Польшу, в Германию и так далее. Я к тому, что сейчас строится такая фактически стена
на границе Польши, Беларуси, Литвы, Беларуси, Латвии, Беларуси. Поляки вообще собираются чуть ли не бетонную стену там 5-метровую поставить. На украинско-белорусской границе дыры, как признают украинские эксперты, в сотни километров. Вы правы, Дмитрий. Я сейчас далек от мысли о том, что эти процессы не подконтрольны Александру Лукашенко. Мне кажется, что здесь инициатива не настолько широка, как бы это может показаться со стороны. Кстати, я думаю, что вы тоже понимаете, насколько это все контролируется спецслужбами Беларуси. Но если границы закроются, то это понятно, что будет какая-то реакция. Но нужно понимать, на что был рассчитан этот инструмент. Это не просто помощь странам Азии и Ближнего Востока в том, чтобы они проходили на Запад. Это инструмент влияния. И если он станет неэффективным, то не думаю, что это будет все направлено через Украину. На самом деле, я понимаю, что сейчас уже наплыв мигрантов в самой Беларуси становится проблемой. В больших городах уже появляются большие скопления этих людей. Слава богу, как мне говорят, еще пока это еще подконтрольно, и они не ведут себя, как, скажем так, которые выходят за рамки безопасности общественной. Но все может быть. Все может быть. Если, скажем, те договоренности, которые этим людям были даны со стороны белорусских, там, не знаю, около властных структур, что их провезут, а их не провезли, то, возможно, и местные бунты. То есть, опять-таки, вопрос безопасности самой Беларуси, да, внутри. А отношения Украины, ну, я не думаю, дыры большие, но дальше, я думаю, что все равно они же не пройдут в отношении там через украинско-польскую границу. Это будет сложнее. Поэтому, я думаю, тут, возможно, другие инструменты. Я повторюсь, то есть на каждую страну, на каждый субъект Лукашенко хочет иметь свой инструмент, дополнительное влияние, но они, наверное, разнятся. Будем смотреть, что придумают. Основной инструмент влияния на Украину у Лукашенко какой? Сейчас сохранение неформальных торговых контактов. То есть мы понимаем, изначально, после 2014 года, Лукашенко как строился отношения с украинской властью? Конечно, не было доверия. Да? Почему? Потому что союзное государство, потому что ДКБ и так дальше. Минск, мы знаем, где находится и в каких орбитах влияния он есть. Но при всем при том, при злом демоне, мы понимаем, что Лукашенко харизматичный человек. И он мог влиять на умы и сердца, в том числе и украинских президентов, разговаривая о том, что я вам неофициально гарантирую безопасность, с нашей территории вам ничего не грозит, но официально я буду там что там вещать. То, что вам может не нравиться, но вы не обращайте внимания, потому что на самом деле я же там вам обещаю, а мое слово гарант и так дальше. Вот эта ситуация, когда он пытался вот таким образом играть, вот то, что, наверное, и Евгений называл гибридность отношений, гибридный президент, оно может быть проявляться и в этом плане. То есть для нас важно, чтобы вот эти торговые каналы, они соблюдались. Потому что на самом деле есть проект большое строительство в Украине, где нужен битум. Да? Есть понятие, что есть сезоны пиковые, где нужно топливо. Большая часть топлива идет из белорусских НПЗ. То есть эти моменты, которые мы еще не нашли ответа, поэтому я думаю, что вот это более, скажем так, весомый инструмент, чем мигранты. Мигранты могут, наоборот, обозлить и сделать так, что секторальные санкции станут реальностью намного скорее. Вот эти слова Лукашенко «я в Украину только на тракторе могу приехать» говорили, ну, как бы под его слова о том, что вот я только с миром, там, к Украине и так далее. Но сегодня что мы видим? Фактически созданы 2 российские военные базы. Называются они по-другому, но фактически имеем то, что имеем. И ситуация, когда вряд ли сможет Лукашенко сильно противиться желанию Москвы, если оно такое появится, скажем, через белорусскую границу, создать проблемы для Украины, вот оценивается как такая вот военная составляющая с белорусской стороны? Опять-таки, с началом агрессии России составляющая потенциальной угрозы с территории Беларуси, будь то это прямое российское вторжение, либо российско-белорусское в каких-то сценариях, да, мы понимаем, что мы не можем это отбрасывать. Мы, опять-таки, мы здесь говорю о власти и о нашем Министерстве обороны, оценивает риск угрозы как высокий. И, наверное, поэтому не столь важна сама база, как понятие, что территория, которая может быть использована армией другой страны, это уже плацдарм. Завести мобильные комплексы ракетные
это часовое дело, да, то есть время это может быть там 10-15 часов, да, в сутки, но эти ракеты спокойно долетают до территории Украины. Чтобы долетели самолеты, истребители, штурмовики, я думаю, что не нужно иметь базу в Беларуси, они спокойно долетают с территории России. То есть база – это скорее политический символ вассальства, я бы сказал. Да? То, что вот в принципе интересно Москве. Минск этим пытается как-то бороться, что-то где-то уступает, но на самом деле само влияние военное, стратегическое и использование территории – это уже сам фактор по себе, даже без баз. Геннадий, может быть, чуть-чуть в сторону от основной темы нашего разговора. Просто очень интересно, вам не кажется, что постепенно, ну, я не знаю, не скажу Украина, но, скажем так, президент Украины начинает идти или становиться на путь Лукашенко, таки вот на пути авторитаризма? Я объясню. Я просто читаю много, скажем, украинских экспертов, аналитиков. Я понимаю, что вы имеете в виду, какие даже события, происходящие в Украине в последнее время. Мы сами на них смотрим с какой-то долей озабоченности, потому что на самом деле период Зеленского в 2019 году и каким он стал сейчас, они отличаются. Да? Даже сам фактор то, что он говорил, я буду один срок президентом, дальше мне это неинтересно, и то, что сейчас уже идет переформатирование под возможные выборы и его выдвижение на следующий срок, говорит о том, что он пересмотрел свои позиции, возможно, в чем-то и ценности. Да? Это для нас, для украинцев тоже большой сигнал для того, чтобы мы понимали, чтобы система сдержек противовесов, она действовала. То, что есть рычаги влияния и на парламент, учитывая то, что у него монобольшинство. Как он работает, это другой вопрос, да, но при необходимости, при давлении с разных сторон он может его мобилизировать, чтобы снять, там, скажем, того же самого спикера парламента, чтобы повлиять на Конституционный суд. То есть это практики, естественно, не демократичные, несоответствие с процедурами. И это то, что мы должны для себя взять на заметку и с этим поработать. Но эти факторы, опять-таки, не вызывают у нас позитивную реакцию. Я почему это спросил, просто разговаривал с российскими коллегами, и они, описывая то, что вот у них происходит с независимыми СМИ, говорят, мы семимильными шагами повторяем вот путь независимой журналистики, которую постигло вот белорусское гражданское общество России. То же самое говорит, что мы сейчас вот повторяем ваш путь. Очень не хотелось бы от украинских друзей и коллег услышать подобные слова о повторении пути. Здесь есть два направления, которые, наверное, между собой вот в противоречии, и это помогает нам держать баланс. Человеческая природа тяготеет к тому, чтобы власть удержать. И здесь, возможно, вот есть авторитарные нотки. Но давайте не забывать, что и оранжевая революция, и революция достоинства, да, это были как раз те нюансы, когда люди выходили и говорили, что нет, твое решение единособное нас не устраивает. Вот Лукашенко, Янукович в Украине в 2013 году прилетел из Сочи и сказал, такая что... Оговорка по Фрейду, да? По Фрейду, да. Янукович прилетел и сказал, что я не хочу подписывать соглашение об ассоциации. Что мы сделали? Да, мы вышли и сказали, что президент, слуга народа, подпиши с ЕС угоду. Да? То есть нет, вышли на Майдан. И я думаю, фактор того, что мы можем выйти на Майдан и сказать, что нет, ты хорошо начинал, но вот здесь, наверное, хватит, я думаю, он учитывается. Давайте, Геннадий, еще один аспект. Вы сказали, что, в принципе, на сегодняшний день, по крайней мере, перевернуть страницу в отношениях Минска и Киева и начать там все с чистого листа, забыть то, что происходило и происходит, не получится. Киев на это не пойдет. С другой стороны, вот смотрим оппоненты белорусского режима. Офис Светланы Тихановской, там Павел Латушко, там, ну, можно перечислять и так далее. Но вот как бы лидер гражданской, ну, сейчас как бы можно сказать, лидер Светлана Тихановская встретилась фактически со всеми лидерами Европейского Союза, лидером, президентом США. Можно перечислять там других знаковых личностей, особ и так далее.
а вот с Зеленским нет. Как бы, ну, были такие две мимолетные встречи, которые, ну, никак не назовешь, вот, что так же, как, скажем, я не знаю, как Макрон встретился Зеленский с Тихановской. Что ему мешает? Что сдерживает? Я думаю, есть несколько факторов, которые, может быть, влияют на позицию главы украинского государства. Во-первых, это то, что вы сами замешкались называть лидером оппозиции, демократического движения не лидером. То есть, на самом деле, вот эти движения, которые разрозненность и, возможно, отсутствие компромиссной совместной позиции дает возможность и Украине пока иметь такую сдержанную позицию в отношении там, признания, встреч, и высказывания открытой поддержки и так дальше. Другой момент. Мы выступаем против всех контактов, которые каким-то образом могут идти вразрез с нашей политикой деоккупации, с нашей политикой непризнания оккупации. И вот бывший президент Молдовы Додон во время своей баллотирования, еще когда он избирался и был избран на должность президента, тоже заявлял, что это Крым-то российский. И сколько он не бился головой об лед, чтобы потом провести встречу с Порошенко, с Зеленским, никак. Потому что для нас эта позиция является кардинальной. Вы помните заявление Светланы о том, что да, вот нечеткость в понятии и в определении. Мы понимаем важность вопроса для того, чтобы иметь поддержку общества, но для нас вот здесь важен раздел. Либо мы за ценности, либо за интересы. Мы понимаем, что важно получить голоса большинства, но говоря о том, что мы и там, так, наверное, тоже влияет. Это влияет. Вот эта двойственность, дихотомия, она влияет на то, что есть сдержанная позиция стороны Банковой. Хотя, на самом деле, были встречи на уровне министра иностранных дел, был Люблинский треугольник, заседание, там принимал участие Светлана Тихановская. Я думаю, что, в принципе, на операционном уровне поддержка есть, и это то, что говорил как раз Франк Вечерко во время встречи, о том, что мы чувствуем поддержку со стороны украинских органов правительственных и помощи. То есть вот, ну, чисто теоретически. Угу. Вот посмотрела Светлана наш эфир сегодняшний и говорит: да, в принципе, Геннадий прав, он меня переубедил. Выходит и записывает видео, где говорит: обращаюсь к украинскому народу со словами: я пересмотрела свою позицию или уточнила свою позицию, и вот сейчас могу сказать точно: я считаю, Крым — это Украина. И все, можно сказать, вот встреча с Зеленским в кармане? Ну, вот видите, вы взяли один аспект, я назвал их два. То есть, первое, то есть для себя нужно понять и вам, как гражданскому обществу, и демократическим силам, как объединиться. Мы не лучший пример в Украине по объединению, начиная там с каневских четверок и так дальше, когда у нас были возможности прорвать этот авторитарный посыл еще на ранних этапах нашего развития в Украине. Но общая позиция нужна. И вот я думаю, что вот общая позиция, когда скажут все, ну, там, Латушка, там, да, там все и другие, что вот давайте мы соберемся, и да, вот мы идем единым фронтом, мы понимаем, что наше объединение, оно необходимо. Подождите, Геннадий, может быть, мы тут изнутри, знаете, око замылилось, мы не замечаем. В чем вы видите это разъединение или необщность? Латушка признает, что лидер Светлана Тихановская, он не говорит, что как бы вот... я тут отдельно, она отдельно. Они говорят, по крайней мере, что Светлана Тихановская лидер, мы идем, делаем в одном ключе, просто вот мы вот в этом направлении, она в этом, но лидер она. Ну вот, наверное, вот все-таки эти голоса, которые сказали, что вот лидер один, и мы идем общим путем и общим направлением, тогда я думаю, что было бы проще вот и с Украиной то же самое видеть как общность интересов и общий лидер для коммуникации. По Крыму я бы предлагал, что сейчас нет смысла даже в этих заявлениях вот так выходить и заявлять, что я пересмотрела. Я тут говорил во время нашего круга стола, вот, к которому мы уже обращались недавнему, что есть направления, которые могут нас объединить, даже не особо пытаясь вас поставить в некие там, неудобные рамки, как внутреннем вашем поле электората. Давайте говорить о европейском направлении. То, что Украине важно. Давайте подумать, что предлагает вот Светлана и ее штаб, и команда Латушка и другие, какое будет после время Че. Вот меняет ситуация, да, уходит Лукашенко. Сам, не сам, дай бог, чтобы понял, и сам ушел. Да, но ты понимаешь, что не близкий термин. Но тем не менее, что
какие шаги по европейской интеграции и где Украина может помочь. Да. Вот то же самое восточное партнерство. Каким образом принести Минск официально заявил, что мы выходим из этого формата. Окей, есть общество. То есть здесь не нужна воля президента, так называемого президента, к тому, чтобы сказать, что мы выходим. Есть возможность развития общества. Что Светлана предлагает? Вот с этим можно садиться за стол переговоров и с министрами, и с президентами. И на этом проевропейском треке можно нарабатывать совместные бонусы и доверие. Что самое главное? Доверие. Одной команды белорусской и Украины. То есть я понимаю, конечно, что Украине важно, ну, как-то вот прояснить, каково оно видение у белорусских лидеров этой новой Беларуси, куда она пойдет, с кем она пойдет и так далее. Но на сегодняшний день вот это действительно вот так важно, что Тихановская скажет, что когда Лукашенко уходит, ну, остается она там президентом или не остается, но мы там, я не знаю, прописываем в Конституции, в каких-то законах или еще там в чем-нибудь, в декретах, как неплохо звучит это слово, но тем не менее, что у нас путь развития европейский, что отношения, что мы выходим из АДКБ и союзного государства, и только тогда Украина скажет: о, теперь можем так вести разговор с вами. Наверное, может, не тогда, а вот даже совместная работа, совместная консультация на экспертном уровне, что может быть потом, это уже плюс. То есть, когда мы видим, что есть желание, и опять-таки открытая страница, где мы вместе пишем, что может быть в регионе, Беларусь очень важна для Украины, очень важна. Поэтому мы понимаем, что мы должны как-то повлиять на ситуацию, но мы еще не понимаем, как, и много что сдерживает. Но вот если мы покажем, что Беларусь готова двигаться в европейском направлении, хотя мы понимаем и много российских сентиментов, и большая страна, но вот это может быть той основой, которая нам поможет найти и другие точки соприкосновения. То же самое, Россия, да, вот Крым понятно, да, то есть понятно, что непонятно, но вот по России. Россия, она влияет негативно на Беларусь или не влияет? Если влияет, то какой план мы можем построить, чтобы уменьшить это влияние? Тоже можно об этом говорить. Мы же понимаем, что не все довольны тем, что происходит в Беларуси со стороны России. Многие, да, торгуют, это рынок, это рабочие места и так дальше. Но, тем не менее, есть точки, по которым мы можем сойтись, не разрывая те, на которых мы меньше имеем компромисса. Слушайте, ну вот вы разговаривали с Франком Вечерком во время этого круглого стола. Я думаю, что я просто убежден, что в ответ на вот эти ваши слова, если они там прозвучали вот так же, Вечерка сказал: да, конечно, давайте, будем работать. Что-то похожее вот мы обсуждали буквально на прошлой неделе. У нас тут вот в этом же месте, где сидите вы, сидел руководитель кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. Угу. Мы также с ним на эту тему говорили, и он готов, он говорит: мы там как бы развиваем контакты, там делаем все, что возможно, так сказать, пытаемся пробить этот лед, назовем это так. То есть они готовы. Я думаю, что при желании можно организовать достаточно быстро, на экспертном уровне. Но как это касается все-таки Зеленского? Я думаю, что экспертный уровень является одной из точек входа. Об этом не нужно забывать. В том числе и на общение с высшим руководством. Слушайте, как у вас все сложно. Ну вот, например, перед встречей с Макроном экспертных круглых столов не устраивали. И Байденом там тоже особо так. И что в итоге? Зеленский круче. Нет, вопрос не в крутости Зеленского, вопрос в том, что мы хотим иметь практические шаги, чтобы мы понимали, что мы двигаемся. Франция дальше, чем Украина к Беларуси. У нас общая граница, которая является и общей угрозой, и общей возможностью. Нам нужно понимать, как мы живем, когда наступает время Ч. Мы верим, что он наступит, и вот здесь мы верим Светлане, что она может быть тем лидером, который после время Ч может страну преобразовать. Как? Давайте думать вместе. Мы не лезем в дела, но мы готовы помочь и сами понять. То есть Тихановская, ну или, по крайней мере, ее представители, кабинет представителей должны убедить экспертное сообщество Украины, политический истеблишмент в первую очередь в том, что новая Беларусь – это будет надежный и крепкий друг Украины. И тогда все будет. Не согласен с словом «должны», но вот совместное стремление и желание здесь приветствуется.
Так, ну что ж, обращаюсь к Франку Вечерку, Валерию Ковалевскому, ну и всем, да, Александр Добровольский, как серый кардинал, я думаю, что вы должны там подсказать, куда надо двигаться, в каком направлении. Вот Геннадий Максак, все записано, все, так сказать, учтено. Ваши слова будут предъявлены вам, если вдруг к вам придут, а вы скажете, ничего не говорил, ничего не знаю, так что... Все говорил, ждем в гости и ждем на дискуссии. Ждем в гости. Передает Геннадий Максак офису Светланы Тихановской, думаю, что и НАУ Павла Латушки, ну и всем заинтересованным в таком белорусско-украинском, украинском-белорусском диалоге. Дякую великий. Живе Беларусь. Слава Украине. Геннадий Максак, Зміцер Лукашук у эфиры Еврорадио. Слухайте и глядите нас.